Башкортостане посещаемость в торговых центрах в связи с введением антиковидных ограничений упала в 4 раза. Об этом на совещании в правительстве объявил глава Башкортостана Ради Хабиров. Он отметил, что цель одна – это снизить смертность и заболеваемость COVID-19. Обсудим положение дел у бизнеса прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня наш гость – бизнес-омбудсмен Флюра Садулин. Флюр Низагитович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы пришли. Давайте начнем с положения дел у бизнеса. Что мы видим вот на сегодня в связи с введением антиковидных ограничений? Ну, во-первых, ограничения введены не для бизнеса, а для их клиентов, для посетителей. Но, естественно, бизнес тоже страдает, потому что нет клиентов, нет выручки, нет прибыли. По поводу того, что снизилось в 4 раза, я думаю, что в первый день, наверное, снизилось еще больше, наверное, там и в 10, и в 15 раз. Но я уверен, что в течение какого-то срока, 2-3 недели, ситуация должна стабилизироваться, потому что чисто психологически всегда, когда первый день вводятся какие-то нововведения, даже те, у которых есть эти сертификаты, документы, даже они, наверное, воздержатся от похода в торговый центр. Ну, вроде бы придумали какие-то ограничения, не пойду. Но потом все равно необходимость-то есть, все равно человек должен пойти. И это первое. И второе, предприниматели тоже, наверное, настроятся на эту работу, поставят там и охрану, и доступ, и контроль, и все будет более-менее нормально. Ну, конечно, в целом все-таки снизится обороты покупателей у предпринимателей и прибыль, соответственно, снизится. Но пандемия, ничего не поделаешь, нужно принимать меры. Выбирая между локдауном и вот такими антиковидными ограничениями, все-таки для бизнеса что лучше? Для бизнеса однозначно лучше работать с ограничениями, пусть будет ограничения, но работать. Самое худшее, это когда закрывают. Это однозначно, это все предприниматели, с кем мы общаемся, они так и говорят. Понимает ли это бизнес? Конечно, понимает, да, это для них важнейшая штука, тем более он понимает, потому что он уже пережил в прошлом году это, они знают, что это такое. Самое худшее, когда закрыть, еще и зарплату платить нужно, еще аренду платить нужно, вообще ни копейки денег нет. Здесь хоть какая-то перспектива есть, и плюс еще здесь же мы же не все секторы закрыли, не все секторы ограничили, только там торговые центры, плюс фитнес-клубы и прочее. Флюр Низагитович, на заседании в правительстве вы представили доклад о деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей за 9 месяцев. Да? Мы видим, что в 3 раза снизилось количество обращений. Вот о чем это говорит? Такая интересная вещь, 2 переменные. Да? Если бы мы, например, одна переменная не рекламировали бы себя, как нам можно попасть, сидели бы там где-нибудь в окопе, и обращения снизились, тогда можно было нам 2 поставить, потому что мы шифруемся, к нам никто не может попасть, и обращений мало. Но мы, вот по сути, по динамике наших показателей, мы увеличили свою активность, наоборот. Увеличив активность, получили меньше обращений. Какой можно сделать вывод? Можно вывод сделать, что либо в республике становится лучше, но на самом деле все-таки становится лучше с админдавлением. Предприниматели, наверное, некоторые вопросы сами регулируют, права и грамотность повышается. Но я бы хотел заметить, что все-таки за 2020 год у нас по обращениям прошлого года 38% обращений это было ковидное обращение. А в этом году, вот за 9 месяцев, было примерно около 10%. Поэтому еще такой тяжелый вес удельный, это ковидное обращение прошлого года. А что это такое? Вот ковид никуда не делся, но обращения, которые вызывают его, они были связаны с тем, что когда он внезапно появился в апреле, все начали звонить, писать письма, обращаться. Первое. Не понимали, что действовать. Как действовать. Второе, локдаун, когда объявили, все, конечно, обратились к нам, почему объявили, как нам работать, как нам получить деньги. Третье, как только объявили меры помощи волнами, федеральную, республиканскую, народ сразу к нам повалил. Как нам ее получить? Я, например, обратился, мне не дают, помогите. Это новая помощь, новые права у предпринимателей. И вот этими вещами занимались, по большому счету. Расскажите, пожалуйста, какие тренды у нас есть с начала этого года? Тренды, если в бизнесе, то тренды, конечно, поддерживается тот тренд на удаленную торговлю, онлайн-торговлю, на доставку. Эти секторы очень сильно развиваются. И тренды я вижу, что все-таки в общепите нет такой гигантомании, и вот многие кафе, рестораны, они немного сокращают свои площади обслуживания. И те, кто сократил, они как раз с удовольствием отметили, что они попали в лучший список, когда на них не распространяются ограничения, до 50 мест. Но другие секторы, конечно, не попали, там фитнес и прочее. С ними этот вопрос нужно еще решать. Чаще всего по каким обращениям вы работаете? Понятно, что вы по всем работаете, да, но топ этих обращений. Больше всего обращений поступает по земельно-имущественным вопросам. Там, где предпринимателям не продлили договора, не заключили договора, незаконно отказали. Плюс в земельно-имущественной сфере тоже много вопросов возникает там, где есть какие-то льготы. Там, где льготы, там всегда возникает у кого-то желание
прикрутить там что-нибудь, своего там свата-брата куда-то вставить там, да. Ну, когда льгота, он же понимает, что это на самом деле стоит не 10 рублей, а на самом деле стоит 1000 рублей. И по льготе пытается за 10 рублей кому-нибудь своему там кинуть, там это отдать, заберите. И это, конечно, все расследуется органами по нашим запросам. Вот в этой области тоже очень много нарушений. Вы рассказывали про государственное частное партнерство и проблемы, которые там возникают. Да? Бизнесмены не получают выплаты от государства. Системные решения какие могут быть вот здесь? Но здесь не государственное частное партнерство, а госзаказ. Да. Госзаказ. Да, по госзаказу предприниматели выполняют свои работы в срок и все честно, добросовестно выполняют. И либо затягивают с деньгами с оплаты, либо вообще просто им не платят. Знаете, большой момент вот для меня? Любой предприниматель, он не сильно разбирается, когда госзаказ, гос само слово, когда МУП, понятно, что МУП по гражданскому кодексу это коммерческое предприятие с владельцем в виде там муниципалитета. Но на самом деле для предпринимателя это государственная структура, он теряет веру в государство. Вот я договорился с государством, все им сделал, построил школу, больницу отремонтировал, поставил в больницу перчатки и прочее, а мне деньги не платят. И он же что думает? Он же не про больницу думает, он думает про государство. Это вот очень плохо то, что именно в госзаказе такие есть нарушения. Даже меньше нарушений, наверное, когда предприниматель с предпринимателем заключает договора, там все четко, суд, прочее. Здесь мы защищаем, конечно, очень много вопросов. А какие системные решения могут быть? Системные решения могут быть это наказание должностных лиц. Вот мы тоже предлагали ввести в законодательство вот это понятие должностные лица, по которым приняли решение определенное. Потому что МУП, если с кем-то заключил договор, он никому не заплатил, обанкротился, и к его собственнику невозможно субсидиарную ответственность применить. Если это какое-то ООО, всегда можно найти какого-то учредителя, директора, а здесь МУП, они руками разводят. У нас типа муниципалитет был учредителем, и по закону мы не имеем права, предприниматель не имеет права предъявить муниципалитету то, что вот он был хозяином МУПа, отвечает за его действия. А там, извините, директор какого-то МУПа был и слился, и ничего не предъявишь. Это очень плохо. Перспективы быть принятой вот такой законодательной инициативы есть? Ну, конечно, есть. Будем добиваться, чтобы она была. Будем подключать вот Бориса Юрьевича Титова, федерального уполномоченного. Мы этот вопрос рассматривали, поднимали. Не только мы это поднимаем, наши регионы тоже поднимают. Будем надеяться, что получится. Борис Титов не так давно приезжал в Башкортостан с официальным визитом. Да? Какие еще договоренности, помимо той, что вы озвучили, вот есть? Он приезжал, мы провели с ним ряд рабочих совещаний, в том числе и острая тема была по НТО, киоски павильоны в городе Уфа. Он направил запрос руководству республики, и именно вот благодаря его вмешательству эта ситуация сейчас немножко стабилизировалась, и по тем киоскам, по которым были направлены уведомления о демонтаже, они отозваны. Но надеюсь, что все-таки мы этот вопрос решим. Но только он, конечно, должен быть решен и в интересах бизнеса, и в интересах города. Мы знаем, что скоро будет юбилей, город должен быть чистым, красивым. У нас нет такой темы, что вот бизнес все время прав, и все, я вот косьми лягу и за бизнес. Я за бизнес, но с учетом, конечно, взвешенной позиции. Все должно быть в рамках правового поля. Раз мы затронули тему 450-летия Уфы, какие есть инициативы интересные, может быть, вы знаете, вот от бизнеса по празднованию? От бизнеса инициативы могут быть только одни. Вот вам наши услуги, возьмите, оплатите по конкурсу и так далее, мы вам все благоустроим. Я знаю, у бизнеса есть конкретные предложения, которые уже реализуются. Умные остановки, например. Потому что город, это, когда по городу едут, там гости наши, мы то в первую очередь видим улицу и все, что рядом. Остановки в первую очередь. Конечно, они должны быть приведены в порядок, должны быть одинаковые, не в ущерб бизнесу, но должны быть красивы. Вот, например, одна из таких инициатив. Но все остальные инициативы... Бизнес почему? Если бизнес устанавливает такие умные остановки, то в чем его выигрыш? Вот там есть нюанс один. Либо эти остановки устанавливаются от муниципалитета, тогда в нем нет бизнеса, просто информация для пассажиров. А бизнес предлагает такие же остановки устанавливать, плюс какие-то услуги, там, продажа чего-то. Этот вопрос нужно урегулировать и вот городу принять решение, что да, давайте будем делать такие остановки. Но пока вот крен, конечно, в умной остановке. Но это прерогатива города, город сам решает, какая должна быть Уфа. Поэтому будем надеяться, что он учтет интересы бизнеса. Но, по крайней мере, умные остановки тоже бизнес делает, тоже деньги за это получает. Юрий Мирзакирович, на оперативном совещании в правительстве премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров указал, что необходимо сотрудничать с Центром управления республикой, потому что туда стекаются аналитические данные. Да? В каком плане может идти это сотрудничество, если уже, может быть, какие-то договоренности, и когда можно будет увидеть первый результат? Ну, я с Андреем Ильичем полностью согласен. Как говорил Брежнев Леонид Ильич, критика не шоколад, никому не нравится. Да? И была определенная критика, потому что мы не так сотрудничаем прям плотно с Центром управления республикой.
Конечно, да, у нас просто сотрудников очень мало. 6 человек всего лишь занимаются обращениями. Прибавить сотрудников, мы вообще будем со всеми сотрудничать. Но в этом плане обязательно выполним поручение Андрея Геннадьевича, будем сотрудничать. Он был прав. Кстати, мы к нему обращались в свое время, просили, чтобы вот эти документы, все, которые касаются предпринимательства, проходили через наше согласование. Вот он прям лично сам дал поручение, и последние полгода к нам поступают в офис все документы, которые каким-либо образом могут касаться предпринимательства. Мы их визируем, где-то пишем свое несогласие, замечания, и по многим бумагам наши замечания принимаются. Это тоже большой плюс. Будем сотрудничать обязательно. Мы общую работу делаем все. Ну, до конца года какие-то наметки мы уже увидим. Конечно, я думаю, что проведем рабочее совещание, определимся конкретно, что по пункту каждый отвечает, и все выполним. Госслужба, многие ее ругают, у нее тоже есть плюсы в плане такой работы очень строго выверенной. Да, согласна полностью. Флюм Загитович, и если коротко, то стоит ли сегодня открывать бизнес, да, для тех, кто думает об этом, либо нужно дождаться, когда пандемия кончится, и уже тогда, возможно, мы вернемся к привычной жизни? Бизнес стоит открывать всегда. Бизнес не терпит вакуума. Если кто-то закрылся, на это место придет другой. Поэтому вы можете опоздать прийти на это место. Пандемии, есть разные секторы. Даже тот сектор, если затронула пандемия, в нем можно тоже что-то открывать, но готовиться к открытию. Потому что, чтобы открыть бизнес, ворота распахнуть, вам надо провести полгода подготовительной работы, организационной работы. Поэтому, если у кого-то есть идеи, конечно, нужно сейчас начинать заниматься. Бизнес – это свобода и возможность заработать деньги. Все от вас зависит. Вам не придется потом пенять на кого-то, что кто-то там такой-сякой, все от вас зависит. Вот как в Олимпиаде. Бежишь 100 метров, выигрываешь, так же в бизнесе. Умеешь работать – заработал деньги. Не умеешь работать – не заработал деньги. Ну, конечно, государство тоже там привносит свои регулирующие вещи. Это уже мы, это наша работа. Ну, я думаю, кто-то уже получил мотивацию от вас. Очень хорошо. Спасибо большое. Да. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был бизнес-омбудсмен Флюра Садулина. Мы говорили о положении и делу бизнеса. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.